По данным Министерства финансов, общий госдолг на конец июля составил 4 миллиарда 84 миллиона долларов. С начала объявления пандемии коронавируса в бюджет поступило 334 миллиона долларов. Из них использованы 250 миллионов. Оставшиеся 129 миллионов находятся на счетах в Национальном банке Кыргызской Республики. В связи с пандемией COVID-19 правительство страны получило от различных международных финансовых институтов кредиты на крупные суммы, часть из которых еще не поступила. Иначе говоря, к сумме государственного долга прибавилось еще порядка 300 миллионов долларов, и общий долг приблизился к 5 миллиарду долларов США. К сожалению, госдолг страны вырос. Пандемия оказала очень большое влияние в этом аспекте. Были прогнозы, что бюджет не может добрать 23 миллиарда сомов. Такая практика у нас впервые, так как до этого Кыргызстан не брал такую крупную сумму денег в кредит за 1 год, то есть порядка 700 миллионов долларов США. Самое опасное является долг перед китайским экспортно-импортным банком. Плюс Минфин, несмотря на рекомендации парламентариев не брать кредит, продолжают это делать на краткосрочной основе. Это в будущем может плохо отразиться на нашем суверенитете. Хотелось бы подчеркнуть, что мы выплатили 70 миллионов долларов на погашение кредита перед китайским Эксимбанком. Если бы мы опоздали на минуту или секунду, то пришлось бы выплачивать полную сумму с процентами. Порядка 86% составляет внешний долг и 14% внутренний. Для нашей республики это очень опасно по сравнению с другими развитыми странами. Поэтому на законодательном уровне было принято решение, что объем внешнего долга не должно превышать более 60% от объема ВВП. Это говорит о том, что идет нагрузка на бюджет страны. Если не выплатить вовремя внешний долг, это отрицательно скажется на экономической безопасности страны. 40% это внешнего долга, это, конечно, Китаю, конечно, грозит экономическая безопасность, зависимость, а это следствием пойдет и политическая безопасность, это будет сказываться на политическом, потому что они будут диктовать свои условия или будут претендовать на определенное месторождение, золотые или другие месторождения, или на часть территории, как и в других государствах, в частности Таджикистана. И поэтому, чтобы такого не допустить, обеспечить независимость и безопасность, нам необходимо своевременно погашать свои полученные кредиты. В Кыргызстане очень много спорных мнений по поводу внешней финансовой помощи. В большинстве случаев специалисты выступают против получения кредитов у соседнего Китая. Несмотря на это, имеется крупный долг перед Китаем. Порядка 1 миллиарда 775 миллионов долларов приходится полученные от китайского экспортно-импортного банка. По словам специалистов, в Кыргызстане воруются большие суммы денег. Наша страна на сегодняшний момент относится к категории той стран, где внешний долг очень сильно воруется. То есть это здесь фактор коррупции, идет. То есть вот эта часть, там, допустим, строят дороги, строят школы, больницы, строят там электростанции. Вот на этих тендерах, больших тендерах, воруются крупные суммы, миллиарды. Поэтому вот исходя из этого, у нас по рейтингу мы относимся к ведущим странам, где воруются большие деньги. Стоит отметить, объем выплат по государственному долгу начнет расти с 2023 года. С 2027 года Кыргызстан должен ежегодно выделять 400 миллионов долларов США на погашение долга. Каким образом будет погашаться внешний долг, когда бюджет страны едва превышает 2 миллиарда, неизвестно. Кыргызстан с момента обретения независимости с 1992 по 2018 годы получили в виде кредитов и грантов 10 миллиардов 193 миллионов долларов США. Более 20 миллиардов сомов потратила Кыргызская республика на обслуживание госдолга в этом году. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.